Зал собрался. Ну, естественно, с теми поклонниками старой веры, приверженцы старой веры, пришли христиане, сейчас там православные пришли. Ну и тут выступаем, говорим, разговариваем, что как нам организовать музей, потому что это вроде скоро уже уходит, надо же оставить эту культуру, это же культурная традиция. Вот. Ну, обсуждаем, как образовать, где образовать. Но тут православные говорят, давайте, говорит, раз им, говорит, хотите организовать музей, давайте и нам, православным, тоже организовать музей. А мы говорим, у вас в каждой деревне теперь церковь, это и есть музей. Там нет необходимости организовать новый музей. У вас уже он есть, действующий. Вы что еще хотите? Что вы хотите, что православие уже уходит? Ну, не уходит, он живет, живой. А вот это у нас народная вера уходит. Поэтому есть смысл сохранить эту культуру, образовав музей. Так, они вроде так замолчали. Потом через некоторое время тот говорит, я тут, правда, может быть, несколько грубовато сказал. Вообще-то говорю, ну, они тут возникли, что я говорю, давайте и нам, значит, организовать все равно. Я говорю, во-первых, я говорю, мы не ради вас приехали сюда, 600 километров. Так надо было, давайте организовать и ваш музей, будем показывать, как вы там насильно загоняли, вот это, вот это, вот это. А я говорю, если такие, как вы, я говорю, арбашницы ворсем, как у нас говорили ваши херделет, жрецы ваши, я говорю, как вы, арбашны, мы и сами есть, говорю. Мы приехали сюда ради тех людей, которые сумели сохранить эту старую веру. Поэтому, говорю, ради вас бы мы даже, не то что 600 километров, 6 шагов бы не сделали. Потому что мы сами такие. Вот. Ну, тут, может быть, мне сказали, что я грубовато сказал, но и никак не... Ну, потом они ушли. Вот таким образом мы как бы утвердились. Потом остались те, которые действительно и крещенные, и крещенные остались в зале, молодежь. Потом подходят, говорят, как, говорит, нам вернуться, говорит. Мы, говорит, молодые ребята, приходят, как, говорит, нам вернуться, говорит, свою старую веру. А мы тогда еще точно не знали, как, что. Но я слышал только, у нас есть обряд Сурум Зари. Вот. Специально, там и написано, Славя Ашмарова есть, и в других источниках есть, специально варится небольшое количество пива, чтобы один раз как бы сесть и выпить, небольшое количество. Потом в это делается обряд, да, приносится жертву, скажем, барана или что-то там, или петуха, вот, потому что религиозные обряды без жертв не бывает. Если где говорится без жертв, это общественная организация просто. Вот, поэтому обязательно надо жертвовать. Жертвами приглашаются духи вот эти иного мира, существа иного мира. И при этом, значит, мы в пиво добавляется немножко водки, и все это выпивается чуть, ну сколько можно, или пригубляется, кто как может. И самое главное, потом это выплевывается со словами: мы от этой напасти отказываемся, дальше путаться арбашма прагатпор и возвращаемся к своей старой вере. Этими словами плюется, выливается на землю все это содержимое, и после этого 40 дней не носят религиозный символ, не ходят в чужие храмы, не ходят. За 40 дней, оказывается, у человека, человеческого организма кровь обновляется. То есть уже человек становится новым человеком. И после этого уже человек считается, что все, он свободен. Он вернулся, и он может начинать новую жизнь, новым как бы взглядом. Все просто. Ну.